Программа «Настоящее время» из Праги. Наши новогодние эфиры продолжаются. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Сегодня я хочу предложить вам самые эмоциональные истории года. Мы рассказывали о людях и их судьбах, а вы смотрели и даже помогали нашим героям. Кто деньгами, кто перепостом в Фейсбуке, а кто телефонным звонком. Держись, все будет хорошо. Это истории мужества, преодоления своих недугов, достижения целей, истории любви и внимания. Пожалуй, главная задача современного ТВ – вызывать чувство сопричастности. Мы покажем социальное видео, которое мы сняли в программе «Настоящее время» и которое за этот год набрало в сетях максимальное количество просмотров. Наша первая история о том, как сбываются мечты. Рассказ, который у многих моих коллег вызвал слезы. 2016 изменил жизнь кыргызстанского девятиклассника с парализованными ногами Нургазы Качкора. Нью-Йорк будет потом, а началось все с того, что журналисты «Радио Свобода» сняли сюжет о нелегкой судьбе подростка. В школу он пошел на несколько лет позже сверстников, когда у него появилась инвалидная коляска. Потом неравнодушные зрители купили Нургазы квадроцикл. Главной же его мечтой была поездка в США, и с этим ему также помогли. Вот он, в Нью-Йорке. Посмотрите на глаза Нургазы. Этот ролик облетел весь мир, получил самую престижную на планете интернет-награду Webby Awards в номинации «Приз зрительских симпатий». Everyone can dream and one. Мой коллега Николай Немченко вместе с Нургазы летал в Нью-Йорк. Николай, привет. Привет, Сергей. Вот мы тебя только что видели на этом видео. Расскажи нам, ты следишь за жизнью парня. Он живет в высокогорном селе, и после возвращения из Америки у себя на родине он стал настоящей знаменитостью. Это правда. Он попал почти что во все эфиры, которые просто возможно попасть в Кыргызстане. Сейчас, насколько я понимаю, с ним снимается фильм художественный. Нургазы будет играть самого себя. Вот. Ну и, конечно, в своей деревне он самый известный человек. Ну, для меня это прежде всего история о доброте, ты понимаешь? Дело в том, что жизнь Нургазы, да, вот эта яркая, она не закончилась с окончанием видео, с вручением премии, с концом внимания, скажем так, прессы к нему. Я знаю, что в Кыргызстане собрали какую-то помощь его семье. Я знаю, что у него сломалась коляска, и ему помогли достать какие-то запчасти для этой коляски, выслали. Его мечта, по сути дела, не только изменила как бы, да, его жизнь, но изменила и в каком-то смысле и нашу жизнь, да, то есть и действительно жизнь окружающих. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Сергей. Почти 1,5 миллиона просмотров в социальных сетях набрал ролик из Красноярска, который мы назвали «К доступной среде с кувалдой». Именно с таким инструментом порой приходится выбивать свои права, считаться человеком. Инвалид-колясочник Владимир Журат устал ждать помощи от чиновников, взял и разбил бордюр, мешающий ему добираться до поликлиники. Его давно не слушаются ноги, но руки оказались способными раскрошить бетон и даже бюрократические преграды. Как на такую решимость отреагировали власти? Специалисты, которые отвечают за содержание улично-дорожной сети, за безопасность дорожного движения, проведут комплексную оценку. И далее будет решаться уже задача по созданию для него более комфортных условий передвижения. Для красноярских инвалидов Владимир Журат теперь словно символ сопротивления недоступной среде, хотя его убойный метод некоторые все-таки посчитали чрезмерным. Настроились меня судить. Судить за то, что я испортил вот этот бордюрчик, чтобы моя коляска и все остальные коляски проходили. Строго говоря, Владимир Журат является вандалом, но порчу городского имущества ему в итоге простили. Возможно, это произошло из-за такого эха в социальных сетях. Полуразбитым бордюром начали активно пользоваться и мамы с колясками. Говорят, стало проще. На помосте все равны, уверена самая взрослая в олимпийской истории гимнастка. Ей 40 лет. В спортивной гимнастике это рекорд. Спортсменка настроена на новые победы. Видео, набравшее 400 тысяч просмотров.
Олимпиада в Рио стала для Оксаны Чусовитиной уже 7-й за ее 25-летнюю карьеру. Когда она выиграла свою первую медаль, большинство ее нынешних соперниц еще не родились. Побила возрастной рекорд. Почему бы не побить и спортивный? Я не могу на него ответить, я не знаю. Я прихожу, я тренируюсь, у меня это получается, и мне это очень-очень нравится. Коллеги в шутку зовут Оксану бабушкой. Отчасти это правда, но на помосте мы все равны, что 17 лет, что 40. На играх в Рио Оксана Чусовитина заняла 5-е место. И, судя по улыбке и настроению, впереди у нее новая Олимпиада. А у нас новое социальное видео. Это «Настоящее время» из Праги. Сергей Дорофеев. Сегодня я предлагаю вам самые эмоциональные истории 2016 года. Мы рассказывали о людях и их судьбах, а вы смотрели и разделяли наш интерес. Вскоре вы увидите, как житель Астаны с газовым баллоном в руках отстаивал право своей семьи на достойное жилье. Давай! Подходи сюда! Познакомитесь с бабушками из уральской деревни, которые с трудом произносят слово «краудфандинг», но точно знают, доброта и внимание чужих людей творят чудеса. А еще мы полистаем фотоальбом 89-летней путешественницы из Красноярска. Баба Лена, как она просит себя называть, стала настоящей звездой социальных сетей, колесит по миру и радуется жизни. Я всем бабкам говорю, если есть деньги, езжайте, не пожалеете. А прямо сейчас у нас история из Беларуси. Олег Гальцев сделал для своего отца электронный протез руки. Поворачиваешь, например, в левую сторону, то рука сжимается. Поворачиваем в правую сторону, рука раскрывается. Благодаря своему заботливому сыну Сергей Гальцев теперь может самостоятельно есть, косить траву и даже мастерить на участке перед домом. Наш герой со своим другом не просто помогли Сергею Гальцеву начать новую жизнь, но и выложили свои чертежи и схемы в интернет. Теперь ими могут воспользоваться все, кому это необходимо. Человек может скачать себе эти файлы, распечатать в любой мастерской, заказать детали тоже. Деталей в Беларуси нету, то есть можно заказать там на Алиэкспрессе или на eBay. То есть по затратам как бы это будет там, $1000, наверное, $1500. Взять, например, рыночную стоимость топового протеза, когда там $30 000, то это существенно. Вот такой пример любви и заботы. Его привел мой коллега, автор этого видео, Богдан Орлов. Богдан, привет. Привет, Сергей. Расскажи, как ты узнал об этой истории? Совершенно случайно я наткнулся на ролик в Ютубе. Это был ролик, когда отец Олега берет в руки бензопилу с протезом. Этот ролик снял сам Олег и выложил, но его посмотрело там несколько сот человек. Мне показалась эта история недооцененной, поэтому как бы я решил о ней рассказать поподробнее. А как изменилась жизнь Сергея Гальцева после такого подарка? Отец, он не верил, что его сын может ему сделать такую вот руку. Но когда впервые он как бы одел это и с помощью этого протеза взял стакан с соком, меня эта история тронула, наверное, больше вот с точки зрения взаимоотношений отца и сына. Разговор не только о создании протеза, а о том, что нужно делать добрые дела. Как будто это не что-то из ряда вон выходящее, а что-то, что должно быть нормальным и повседневным, и вообще, образом жизни. Ну, ты к этому приложил руку также. Спасибо тебе. Не за что. Как минимум 2,5 миллиона просмотров в социальных сетях набрал ролик из Казахстана. Все, что вы сейчас увидите, это тоже победа. Победа над системой. И как здорово, что в этой системе нашелся чиновник-человек, а не винтик. Беспрецедентный скандал в центре Астаны. Адильбек Мирамов был вынужден с газовым баллоном в руках отстаивать право своей семьи получить достойную замену дому, из которого их выселяли. Угрожая взорвать себя и своих родных, Адильбек кричал, чтобы посторонние к его жилищу даже не подходили. Давай, подходите, гады! Подходите! Это наша кухня.
только вчера ночью заехали, сегодня только подключили нам свет и воду. Благодаря акиму нашего города этот человек выплатил мне всю денежную компенсацию, которую я выиграл в этих судебных процессах за эти годы. 42 года живу в этом доме. 2 миллиона 600 тысяч тенге – это разве деньги? Куда я пойду с 4 детьми? Куда? Что я куплю на эти деньги? Почему акимат не разбирается в этом деле? Детально. Они поверхностно разобрались. Это незаконное решение. Стал от этого беспредела, который творят чиновники. Я устал. Куда вы смотрите? Куда? Как вы видели, усилия главы семейства Мирамовых не прошли даром. Теперь они с женой и детьми живут в новой квартире многоэтажки. Почти 1 миллион просмотров собрало видео с милой украинской девочкой Софией. У нее синдром Дауна. Софию удочерила американская семья. Всем бы такое желание жить и, конечно, всем бы такую любовь родных. Do you have Down syndrome? Is Down syndrome scary? No, it's not scary, so exciting. У семьи Санчес, которая удочерила Софию, уже есть родной сын, у него такой же диагноз. Вы видели счастливые лица этих людей. Are you smart? Yes, I am smart. Are you kind? Yes, I am kind. And are you beautiful? I'm beautiful. Are you beautiful? Yeah. Новые мама и папа этой маленькой украинки как могут пытаются изменить отношение общества к таким людям, как их дети. Can you do anything? Yes, I can do anything I want. Really? Yeah. Anything at all? Yes, I can do anything I want. Так же, как и София, я могу все, сказала себе другая маленькая девочка, живущая от нее за много тысяч километров в Кыргызстане. Эта фраза растопила сердца как минимум 1 миллиона пользователей социальных сетей и многих тысяч неравнодушных зрителей программы «Настоящее время». Это рассказ о 13-летней Айчурек из Бишкека. Сначала о девочке, которая содержит семью из 3 человек. У нее есть брат и мама-инвалид, написали местные СМИ. Айчурек собирала пластиковые пакеты на рынке. Так и зарабатывала. После того, как эта история попала в телеэфир, в подвал, где жила Айчурек и ее родные, стали приходить горожане и приносить одежду, продукты питания и деньги. Я копила на доставку, но мама мне обо тебе сказала. И вот я тебе их дарю, чтобы ты могла купить однокомнатную квартиру и лекарства для своей мамы. Теперь наша героиня и ее семья живут в съемной квартире. У них не только крыша над головой и еда. Самое главное – внимание и любовь чужих людей. Не пройти мимо оказалось так просто. Автор этого видео – наш корреспондент в Кыргызстане Жибек Бегалиева. Жибек с нами на связи. Приветствуем. Жибек, как сложились судьбы героев этой истории? Да, Сергей, это действительно одна из тех историй, которые тронули меня саму. Сейчас Айчурек, ее брат и мама живут все еще в той квартире, которую для них сняла благотворительная компания, и у них сейчас все хорошо. Учится Айчурек в 8 классе, брат ее в 6 классе. Мама Айчурек, правда, боится, что с 1 января срок аренды их квартиры может закончиться, но она надеется, что спонсоры, которые заплатили за квартиру, продлят срок аренды. У всех много проблем. Не самая богатая страна. Как думаешь, почему эта история с Айчурек нашла такой отклик? Эта история еще раз показала, что у доброты нет границ, нет национальности, потому что звонили после публикации этой истории из самых разных стран. Из Австралии, из Европы, из Америки. Это были не наши соотечественники, а просто люди, которые живут там.
Наш корреспондент Жибек Бегалиева из Кыргызстана. Спасибо тебе, Жибек, и с Новым годом. Это эфир из Праги. Сергей Дорофеев. Сегодня я предлагаю вам самые эмоциональные истории 2016 года. Вскоре вы познакомитесь с удивительной девушкой из Казахстана. У Динары Шариповой парализованы руки, и ногами она вышивает просто уникальное полотно. А еще снимается в кино и учит всех нас никогда не унывать. В эфире «Настоящего времени» социальное видео, снятое нашей программой и набравшее в сетях максимальное количество просмотров. Эти милые бабушки с трудом произносят слово «краудфандинг», но точно понимают, пожертвования людей могут спасти целую деревню. Следующую историю посмотрели минимум 600 тысяч раз. Пенсионеры из уральской деревни Малый Турыш стали зарабатывать сбором лесных ягод. Казалось бы, домашний рецепт – леденцы. Но добавь туда ягоды, наклей этикетку «Экопродукт», и магазины здоровой еды уже становятся в очередь. Организовать цех по производству лакомств решила москвичка Гузель Санжапова. Ее отец-пасечник жаловался – продавать мед некому. И вот Гузель придумала делать из меда крем и смешивать его с лесными ягодами. Чтобы найти деньги на оборудование, сняла на телефон ролик об умирающей деревне и выложила его на краудфандинговую платформу. Когда все это задумывалось, я не думала о деньгах. То есть я думала о том, как решить эту проблему. Отчасти проблема, что никто в этой деревне не общается, никто никому не нужен. И проблема в том, что она рано или поздно умрет. Но, конечно, я не забываю про цифры. No money, no honey. На цех по производству меда в Малом Туруше скинулась вся страна. Собрали больше 1 миллиона рублей. Так в деревне впервые за 30 лет появилась работа. На первую прибыль в Туруше построили детскую площадку. Сейчас Гузель собирает деньги, чтобы возвести в деревне настоящую карамельную фабрику. Наша следующая героиня – Динара Шарипова из Алматы. Ей 27, у нее ДЦП, парализованы руки. Вот уже 13 лет она ногами вышивает бисером. Вы только посмотрите на эти работы. Женские образы, цветы и птицы. Работа над каждой картиной занимает у Динары около 1,5 месяца. Шьет не на продажу. Однако недавно выставляла свои работы в музее, после чего половину из них купили. А еще Динара дистанционно работает в банке специалистом по персоналу и даже снимается в кино, сценарий к которому написала сама. Называется фильм «Девушка и море». Свою дальнейшую жизнь Динара планирует тщательно. В первую очередь высшее образование. Учится она в одном из вузов Москвы. Потом завершение фильма, ну и, конечно, вышивка. А теперь о необычном ограблении, которое произошло, точнее, чуть не произошло в Минске. Вооруженный налетчик требовал у сотрудницы ломбарда отдать ему деньги. Однако девушка не растерялась, нажала так называемую тревожную кнопку, и пока ехала милиция, тянуло время. В результате горе-грабитель и отважная оценщица разговорились на тему сложной экономической обстановки в стране и назвали друг друга красивыми людьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Денежку, пожалуйста. Еще что? Все, что есть. Еще что? Быстро. Какую денежку? Все, что есть. Молодой человек, вы что, сдурели или что? Не сдурел. Быстрее. Ты мне оттуда все, давай быстрее. В течение 30 секунд. Не отдаешь? Ты что, сдурели или что? Убивайте, давайте. Зайка. Что? Не испытывай ты мое терпение. Я сейчас сам зайду туда. 3 минуты, 20. Я сейчас сам Вы зайду. издеваетесь или что? Я сам зайду. Как вы зайдете? Легко. Как вы не зайдете? Я легко сюда я зайду. Спасибо вам большое, молодой человек. Что вы творите? Вы нормальный тоже красивый человечек. Что вы творите? Скажите, пожалуйста. У нас в стране не заработаешь. Я знаю, я тоже заработаю за гроши. За 3 миллиона, молодой человек. С вас ничего не потребует. С нас, так с меня не будет, понимаете?
Отважную девушку зовут Евгения, ей 24 года. После этого ЧП, признается, ее даже звали работать в охрану, но она отказалась. Работу, говорит, свою люблю, мне и здесь нравится. Баба Лена – путешественница. Так просит себя называть 89-летняя Елена Михайловна Ерхова из Красноярска. Это история о невероятном желании остановить время, чтобы узнавать что-то новое и радоваться жизни. Путешествует баба Лена в одиночку. Смотрите, это, например, Вьетнам. Деньги на свои перелеты бабушка Лена откладывает с пенсии. Хоть и ходит с палочкой, зрение подводит, Елена Михайловна без самолетов, аэропортов и новых встреч себя уже не представляет. В годы войны бабушка Лена работала в тылу в Оренбурге. Сейчас пенсионерка живет одна, дочь и двое внуков ее регулярно навещают. Все вместе они любят смотреть фотографии. Вечером спать положит, молоко с медом даст, укроет, поцелует, спокойной ночи скажет. Она от меня отходит, а я в слезы. Никто со мной так не нежился. С собой в дорогу бабушка берет рюкзак, в котором только самое необходимое – одежда, лекарства, документы и, конечно, фотоаппарат. Мы не могли не узнать, как поживает бабушка Лена. Решили поговорить с ней лично и, конечно, поздравить с наступающим Новым годом. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Рады вас видеть в прекрасном здравии и с такой улыбкой. Спасибо. Откуда вы только что вернулись, рассказывайте. Из Израиля. Видела много, где Иисуса крестили. На Мертвом море была, купалась. Где Иисус похоронен, везде там побывала. И куда сейчас собираетесь? Да собираться еще можно, но еще денежки накопить надо. Собираюсь сейчас Италию куда-нибудь. Там есть хорошо танцующие богачи, миллионеры. Как, не прочь с ними встретиться и потанцевать? Не прочь, хоть с кем. Можно сказать, я же у вас была там. Я в Праге раньше была, где памятники раньше от тифа умирали у вас там. Да, было дело. Было, но я не помню, давно это было. А тут я 5 раз уже была в Карловых Варах. Воду пили? Директор со мной фотографировался. Всем привет передам, Карловы Вары. Я всем бабкам говорю, если есть деньги, езжайте, не пожалеете. Бабушка Лена, спасибо вам большое за это увлекательное интервью. Мы желаем вам найти новых друзей, отправиться в новое путешествие, встретить свое 90-летие и радовать нас своими турами и новыми встречами с нашими зрителями. Спасибо вам, всего доброго. С наступающим Новым годом вас. Передайте привет Карловы Вары, пожалуйста. Непременно, спасибо вам. Это были самые эмоциональные истории года, о которых мы сняли социальное видео, разместили его в сетях, а вы эти ролики перепостили и посмотрели в общей сложности миллионы раз. За помощь в подготовке эфира благодарю веб-команду программы «Настоящее время». Быть не безразличным, не проходить мимо чужой беды, оказывается, совсем несложно. Спасибо всем, кто помог нашим героям, и семьям Айчурека, Нургазы, и жителям деревни Мало-Турыш, и позволил поверить в себя вышивающие ногами милой Динаре. Мы были вместе этот год. До встречи в 2017-м. Сергей Дорофеев. С праздником.